Похищение невесты – это такая форма заключения брака. Она существовала наряду с господствующим. То есть господствующим у нас был Пахдау, то есть вот Минаварта, а потом заканчивающаяся свадьбой. Это у нас всегда была доминирующей формой заключения брака, но вследствие особенностей общественного развития и вследствие того, что Колым играл важную роль в брачных отношениях, вот, похищение невест практиковалось в прошлом чаще. А Колым, как правило, он был значительный, это был большой расход для семьи. Для богатых семей это был, в общем, престижно очень было вот брать Колым, потому что это цена крови у нас еще назывался. И они брали, как правило, Колым больше, то есть их девушки ценились выше, если так грубо скажем. Но не все могли платить Колым. И поэтому происходили вот это умыкание, так называемое. Всегда отношение к похищению было негативным. И сами похитители это тоже понимали. И они не вот как сейчас это делают, да, не в наглую шли, да, в общество, потому что в обществе бы им начали препятствовать. Если он, допустим, среди людей вот пришла группа и похищают девушку, все мужчины, которые там, они ее будут защищать, потому что это оскорбление вот для этого сообщества. Это оскорбление было и для отца девушки, и для братьев, для фамилии, поэтому эту конфликтную ситуацию старались избежать. Но вот когда уже невозможно было избежать, то есть, допустим, парень не мог выплатить Колым, а он тогда решался вот на такое действие. В традиционном обществе остинском браки заключались по возрасту. И, как правило, семьи были многодетные, и пока старшие сестры не вышли замуж, младшая не могла выходить замуж. И тоже, вот, чтобы вот эту проблему решить, тоже прибегали к похищению. Похищения были как по сговору, то есть аллахди, это фиктивные, так и которые вот такие наглые тахаскафт. Они, как правило, и те, и другие приводили к конфликтам, в особенности тахасков. Как только об этом узнавали, сразу же все снаряжались в погоню и начинали преследовать похитителей, чтобы отбить девушку. Это приводило, конечно, к жертвам. И поэтому народ всегда относился к этому обычаю очень негативно, старались его изжить. И изжить его удалось вот после того, как Колым запретили, это вот начало 20 века, в особенности в советский период. И вот этот обычай, значит, ушел уже, его уже не было. Он делает негативно, особенно вот эти неудачные, когда он у них падает. Вообще форма, которую сейчас практикуют, это не остинская. То есть вот в наглую подойти в бурках и среди людей выхватывать его, снимать это, потом выставлять это в соцсетях, это не очень красиво. Раньше тоже стремились это сделать максимально тихо, спокойно и сразу же послать фидауджита, потому что похитители понимали, что они неправильно делают. И побыстрее, чем быстрее они улаживали вот эту конфликтную ситуацию, тем она считалась лучше. А сейчас это как-то, знаете, приняло вот такую форму шоу, наверное, и это очень некрасиво. В некрасивом свете выставляется и республика, и народ, и вообще мы как общество. Это мы же не живем в средневековье, когда вот эта форма заключения брака практиковалась. Мы всегда, вот остинский народ всегда отличался своим благородством, своей воспитанностью. Вот сейчас, почему это происходит, да, это больше, я думаю, из-за вот этих популярности у нас вот этого интернет-ресурсов, все беготня за лайками какая-то непонятная. То есть это вообще семейно-брачные отношения, они довольно носили такой скромный, это все должно было проходить скромно.